Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире информационная программа «На вид», в студии Фатима Саидова. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, направил телеграмму соболезнования президенту Исламской Республики Афганистан Мухаммаду Ашрафу Гани, в которой говорится: «Ваше превосходительство, с глубоким прискорбием и безмерной ненавистью воспринял известие о многочисленных жертвах и раненых среди мирных людей, включая юных девушек, в результате ужасного и подлого нападения террористов в западной части Кабула. Нет никакого прощения данному жестокому и смертоносному акту насилия, совершенному силами зла в последние дни благословенного месяца Рамазан. Мы решительно осуждаем любые проявления терроризма и экстремизма. Вновь подчеркиваем безотлагательную необходимость усиления беспощадной борьбы с этими глобальными угрозами современности. В эти траурные дни выражаю свои и народа Таджикистана искренние соболезнования и слова поддержки близким и родным погибших, а также всему братскому народу Афганистана прошу у Всевышнего всем пострадавшим полного выздоровления». В результате серии взрывов возле государственной школы на западе Кабула не менее 60 человек погибли, десятки получили ранения. Сообщается, что на воздух влетел заминированный автомобиль. Пострадали в основном школьницы. Более 60 человек погибли и 100 получили ранения в результате серии взрывов, прогремевших в средней женской школе в Кабуле. По данным, перед государственной школой для девочек в Кабуле взлетел на воздух заминированный автомобиль. Пострадали в основном школьницы в возрасте от 11 до 15 лет, которые выходили из здания учебного заведения в момент взрывов. Ранее сообщалось о 37 погибших и 56 пострадавших. Цифры продолжают меняться. Напомним, что перед государственной школой для девочек в Кабуле произошли 3 взрыва. Ответственность за случившееся не взяла на себя ни одна организация. Сегодня во Дворце нации основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, провел рабочее совещание с членами правительства Республики Таджикистан, руководством исполнительного аппарата Республики Таджикистан и других государственных структур. В ходе рабочего совещания с членами правительства Республики Таджикистан, руководством исполнительного аппарата Республики Таджикистан и других государственных структур, глава государства дал конкретные поручения и указания руководителям республиканских министерств и ведомств, ответственным лицам исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан по процессу подготовки к 30-й годовщине государственной независимости Республики Таджикистан, своевременному вводу в эксплуатацию малых и крупных юбилейных объектов, практической реализации государственных программ развития важных отраслей народного хозяйства страны, ускорению сбора урожая, закупки и экспорту сельскохозяйственной продукции, успешному подведению итогов социально-экономической деятельности за 4 месяца 2021 года. Руководителям соответствующих министерств и ведомств поручено, используя благоприятные погодные условия, как можно скорее завершить весеннюю посевную кампанию, эффективно использовать все имеющиеся возможности для своевременного получения минеральных удобрений, техники и сельскохозяйственных машин, водозалежных земель, всесторонней подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Глава государства также дал поручение руководителям силовых и оборонных структур страны в связи с нынешней ситуацией на таджикско-афганской границе безотлагательно предпринять меры по безопасности и укреплению охраны государственных границ, по борьбе с преступностью, особенно с экстремизмом, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. В канун праздника представители правительства Республики Таджикистан посетили школу-интернат номер 1 в городе Куляб и поздравили воспитанников от имени главы государства. Также в ходе данного визита воспитанникам были вручены подарки и предоставлены продукты питания. Подробностями поделятся наши региональные коллеги. В канун праздника представители правительства Республики Таджикистан посетили первую школу-интернат в городе Куляб и поздравили воспитанников школы от имени главы государства, отметив, что президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, уделяет особое внимание уязвимым слоям населения, в том числе воспитанникам интернатов, и обеспечивает их всеми условиями для роста в здоровой окружающей среде и хороших условиях.
Именно по этой причине за годы независимости страны здания всех школ-интернатов были реконструированы и отремонтированы, оснащены всем необходимым оборудованием и техникой. В этот день от имени президента Республики Таджикистан всем воспитанникам были вручены подарки. Также все учащиеся этого заведения получили одежду. Ученики выразили свою благодарность президенту Республики Таджикистан. Школа-интернат обслуживает 150 учащихся и обеспечивает им все необходимые условия. Спонсорство учреждения взяла на себя холдинговая компания «Барки Тоджик». Этой организации во дворе заведения для воспитанников был накрыт праздничный стол. Также компания оказала помощь учреждению и предоставила муку, масло, сахар и рис, макаронные изделия, мясо, картофель, лук и другие продукты питания. В целях улучшения жилищных условий воспитанников отремонтировано 150 метров коридоров учреждения, а также отремонтированы спортивная площадка, спортзал и комнаты. Гости осмотрели корпуса и сооружения учреждений и поблагодарили воспитателей и учителей за их труд и заботу в адрес воспитанников учреждения. В Бычон-Гафуровском районе Сагдийской области дехкани собирают урожай ранних овощей и фруктов. Свой вклад в дело насыщения рынка продуктами питания вносят и садоводы-любители. Материал наших коллег продолжит тему. Наджминиса Махмаджонова известна в Абаджан-Гафуровском районе, учительница со стажем, но с детства увлекается земледелием. Работа в домашней теплице – это скорее ее хобби, которое приносит неплохой семейный доход. Сейчас в этом домашнем огороде время ранних фруктов и овощей. В этом деле и помогает вся ее семья, и не только поддерживает ее начинания, но и все вместе трудятся на приусадебном участке. Очень скоро здесь поспеют помидоры и огурцы. Эти продукты она сможет поставлять на местный рынок. Сначала я покупала семена в магазине, пробовала сама посадить, просила совета бывалых садоводов. Так мое увлечение со временем выросло в желание открыть свою теплицу и побольше земли освоить под ранние овощи и фрукты. Теперь я сама советчица таким же хозяйкам, как и я сама, которые только начинают свою работу. Эту продукцию мы уже можем продавать не только своим соседям, но и в целом поставлять на местный рынок. Опыт этой учительницы сегодня переняли многие. Заботливое отношение к земле, желание использовать с максимальной отдачей каждый метр участка привели к тому, что многие в районе на своих приусадебных участках развивают небольшой огород и даже хозяйство, используя отечественные семена для рассады, своевременный полив и грамотное использование минералов. Я использую только отечественные минеральные удобрения в разумных количествах, потому на нашем участке используется капельное орошение. Оно экономно и менее затратно при поливе огорода. Никаких химикатов мы не используем ни разу. Мы же для своих близких в первую очередь выращиваем. С этого участка я, к примеру, в сезон собираю 2-3 тонны помидоров, 4-5 тонн огурцов. Клубнику мы в сентябре посадили. Уже в ноябре она стала плодоносить. Еще не один месяц она не отдыхала, приносит урожай. В эти дни во всех дехканских хозяйствах районах Сагдийской области идет самый жаркий сезон полевых работ. Дехкани на урожай и условия не жалуются. Этой весной и летом рынок будет насыщен продуктами питания, овощами и фруктами. В городе Канибадам развивают шелководство. Представители государственного унитарного предприятия «Пила и Тоджик» посетили несколько хозяйств и выразили удовлетворение процессом разведения тутового шелкопряда. Более подробно об этом в материале наших региональных коллег. Шелководство является одной из прибыльных отраслей, и в последние годы данная сфера активно развивается. В текущем году шелководам города Канибадам было распределено более 1000 коробок грены. Следует отметить, что развитие шелководства непосредственно связано с качественной греной, своевременной раздачей оживленных шелкопрядов, соблюдением технологии выращивания шелкопряда. Представители сектора воодушевляют доступные возможности, в том числе благоприятная погода, обилие тутовых листьев и мотивация фермеров производить свой собственный труд. Также стоит заметить, что при активной поддержке местных властей традиционный промысел по шелководству в Сагдийской области не только восстанавливается, но и интенсивно развивается, что приносит экономическую выгоду и стабильный доход местным жителям. Добавим, шелководы города Канибадам в нынешнем году намерены собрать с каждой коробки не менее 40 килограммов.
ВОЗ одобрила китайскую вакцину. Внесение вакцины в перечень одобренных открывает возможность для стран всего мира импортировать ее для использования. Особенно в тех государствах, где нет собственного регулирующего органа, отвечающего международным стандартам. Об этом подробнее о других событиях в мире смотрите далее в обзоре наших коллег.